Здравствуйте! Это программа «Золотой запас нации». Сегодня мы расскажем о молодых профессионалах своего дела – горном инженере Аясе Оржаке и энергетике Арсене Дава. Аяс Оржак окончил Московский государственный горный университет, работал в Тувинской горнорудной компании. Он обладатель дипломов и благодарностей за личный вклад в развитие угольной промышленности и добросовестный труд. Сегодня мы узнаем у Аяса Оржака, чем же занимается горный инженер и какие у него есть секреты успеха. Плодотворно поработал именно по своему основному направлению. Можно сказать, изучил это изнутри, перед тем, как уже перешагнуть на более такую другую ступень, можно сказать, этап развития. Именно не горным инженером, да, не горным, а само слово «инженер», оно под собой подразумевает то, что человек в первую очередь должен быть с творческим подходом, потому что большинство задач бывает с нестандартным решением. И человек должен в первую очередь включать голову, да, вспоминать, что ты учил, и применять с практикой. И в этот момент тебя начинает, как если ты что-то чертишь, ваяешь, рисуешь, и у тебя должно быть так получиться все гладкое и слаженно. Нельзя забывать о технике безопасности, потому что все же это мы работаем с оборудованием, вращающиеся механизмы под высоким напряжением, работа на высоте. То есть в первую очередь, конечно, с горячим сердцем и с холодным рассудком подходить к решению любой задачи. В новой деятельности на самом деле очень много интересного. Перед началом работы я даже не знал этих всех терминов. Этот производство системы Toyota мы изучаем, философию ее. Были тренера с металлургических заводов, с литейного цеха. И показывали примеры конвейера японцев, да, на Тойоте, примеры с металлургии, другие примеры. Нужно было просто понять смысл, основную философию, принцип этой философии, чтобы увязать все эти аспекты. Самая основная суть заключается, не нужно обращать внимание, больше уделять внимание оборудованию, а больше всего сконцентрировать внимание на персонале. То есть люди – это самый ценный актив. То есть нужно развивать внутренний творческий потенциал человека, чтобы человек привносил все свои новшества, идеи именно в рабочий процесс и улучшал его. И почему именно философия Toyota? Потому что на протяжении 50 лет она целенаправленно улучшала свою систему, и она на сегодняшний день достигла очень больших высот, и она просто теперь открыта для того, чтобы поделиться со всем миром и со своими знаниями. На протяжении уже 6 лет, отработав по этому направлению, я понял то, что надо было, я решал проблему, которая была. То есть проблема заключалась в том, что машинист экскаватора записал маленькую проблему в книгу журналов приема передачи смены, и эта проблема просто перелистывалась изо дня в день, да, и через месяц эта проблема маленькая вышла в очень большой долгий простой. И когда я начал разбирать ее по ниточке, да, вот из-за чего это случилось, когда начал общаться с машинистом, машинист сказал, что, говорит, а я это записал вам. Вы же просите мне писать все в этой книжке. Я написал. Почему вы дальше там его не смотрели и не принимали решения, это уже не мои проблемы. Когда я спросил уже линейного механика, почему, он сказал, что так у меня 5 машин, экскаваторов, и все они требуют моего внимания. Я просто физически не успел. Да, это было у меня записано, я это просто физически не успел. Человеческий фактор, то есть все, да, получается, персонал, он в заложниках этой ситуации. То, что они перегружены, да, бумажной работой. Не только мне, а моим коллегам, да, пришла совместная идея, то, что нужно это все облегчить, этот весь процесс, именно уйти от ручной записи. То есть мы на базе планшета составили анкету, электронный чек-лист осмотра узлов и агрегатов, которые закреплены за каждым машинистом. То есть он проходит 25 своих точек, на которые он закреплен. В форме анкеты, если все хорошо, отмечает «Окей», если нет, то пишет комментарий. После того, как заполняется, есть кнопка «Отправить», и эта рассылка уже на почту приходит каждому на электронный гаджет. То есть может даже директор сидеть, и ему на почту приходит сообщение, то, что уведомление, там есть проблема. С 2016 года есть наработка по каждому узлу, где это больше всего проблема выходит. Значит, это для анализа то, что здесь надо более внимательнее. И эта вся система, она работает, то есть это самое главное, чтобы люди в это поверили, и самое главное, чтобы раскрыл творческий потенциал у каждого человека.
Потому что у каждого человека есть свои хобби, увлечения, свои интересы. И когда человек приходит на работу, и у него это все больше развивается, и ему дают возможность это все показать, это дает очень большой эффект. К сожалению, часто очень сталкиваюсь с тем, что люди, это называется внутренней парадигмой, то есть, нет, это не получится. Есть курсы по подготовке, когда ты с этими возражениями работаешь. И самое главное, когда ты им показываешь на примерах, что это работает. И когда ты человеку показываешь что-то, представляешь, что тормозной суппорт ремонтировал 4 дня, да, а вот с этими улучшениями ты делаешь, можно сказать, 2 суппорта в день. У тебя, получается, в 4 раза производительность увеличилась. И когда это рабочее место улучшаешь, делаешь, а потом начинаешь проходить еще и курс обучения на нем других рабочих, и у них просто меняется мировоззрение. Иногда просто удивляет, когда человек приходит с такими хорошими идеями, да, они стоят не так много, обычно, как инженеры говорят, вышестоящее, руководство может сказать, там вообще 100 тысяч, еще больше и так далее. А тут всего лишь нужно было 8 тысяч рублей, да, и проблема решена. Прогресс и быстрое развитие требуют и новых трендов в добывающей промышленности и горной инженерии. Что такое цифровизация и зачем она нужна, а также какие перспективы у горного дела в Туве. Роботизация, нужно в это вкладываться, но, конечно же, с определенной долей, чтобы не в ущерб именно человеческому фактору. Без фанатизма, да, к этому нужно стремиться, но человек должен быть всегда в пределе. То есть я не сторонник того, чтобы все было роботизировано. Здесь главное, чтобы и люди были, самое главное. Перспективы вижу очень хорошие, потому что совместно работаем с кафедрой горного дела Тувинского государственного университета именно в направлении цифровизации. Наши специалисты работают, нам нужна помощь также кафедры, студентов, преподавателей, чтобы перевести в цифровой формат все бумажные наши носители. То есть у нас очень большой объем в бумажном формате, да, с 70-х годов. И каждые эти все этапные отработки нужно перевести в электронный формат. То есть это совместная работа будет и предприятия, производства, и обучающего кафедры, потому что студентам на сегодняшний день, когда работаю со студентами, я пытаюсь им помочь решить, дополнить то, что не хватило мне, когда я был во время обучения, а не хватило очень много на самом деле. Я учился 5 лет, прошел 3 хороших практики, то есть, в совокупе, 8 лет, и плюс еще на производстве отработал. Не хватило именно самых элементарных, то, чтобы можно было в основу горного дела это все показать, и чтобы все было понятнее. А если мы это все перейдем в цифровой формат, то картинка совсем изменится. Я это называю инженерным трехмерным видением, когда, например, инженер-строитель, может по чертежу уже в голове строить, первый, второй, третий этаж, систему канализации проводить, как воду, как свет, как тепло, как вода будет стекать. То есть это он в голове может прорисовать. У горного инженера уголь под землей, то есть руда под землей, и ее не видно. То есть на основании тоже чертежей ты прочитал, как книжку его, и начинаешь сидеть в голове, закрыв глаза, чертить, как ты будешь его отрабатывать, где дорогу построить, какой ширины, какие машины нужны, какой персонал ты будешь туда подводить. И это нужно именно, с моей точки зрения, закладывать именно во время обучения когда-то основу горного дела. Когда мы чертим на доске, чертим на компьютере, и у студента это не вырабатывается такое мышление. И мне хочется, чтобы у нас было именно развито цифровое горное дело, цифровизация горного дела была развита, и плюс еще обучение. Здесь такой же подход, как и в нашем персонале. То есть есть 80% массы, которые ни за, ни против и не без инициативы. И всего лишь буквально 15-20% те, которые всегда за что-то новое, изучать, внедрять и так далее. Сам видел, как работают обогатительные фабрики, проходили мы курсы по защите экологии. Это очень сложный комплекс, это очень много нюансов, которые нужно соблюсти в строительстве дамбы, в строительстве хвостохранилища, чтобы все реагенты не попали
в почву. Можно все сделать. Нерешаемых задач нету. Инженеры должны быть воспитаны в таком направлении, то, что нерешаемых проблем не бывает. Для инженера неправильно будет ответ, когда он скажет, что «О, это нерешаемо, это все, гасите свет». Хочу пожелать молодым специалистам, которые именно выбрали направление обучения на инженера, это то, что нужна быть инициатива самого внутри. И цель, она всегда достижима. То есть, если вы начинаете думать о своей карьере, то есть уже когда начинаете учиться, да, как вы представляете свой кабинет, то есть вы уже визуализируете, что как вы будете работать, что как вы будете общаться с людьми, да, какие проблемы будете решать. Это уже во время обучения будет вас подстегивать и направлять в правильное русло, в правильную колею. Хочу пожелать, чтобы у вас были цели и мечты, которые будут сбываться. Любое производство связано с электроэнергией. Здесь тоже есть свои инженеры. Арсен Дава – ведущий инженер подстанции Кызылская филиала Россети. Он награжден почетной грамотой Ассоциации инженеров за вклад в развитие энергетики Республики Тыва. Арсен Дава в электросетевом комплексе Тувы работает с 2015 года. Сегодня он расскажет о том, как работают энергетики Тувы и почему по сравнению с другими регионами в нашей республике стоимость электроэнергии выше. Любая сфера деятельности, да, любое производство, и в том числе горная деятельность, наверное, связана с энергетикой в первую очередь. То есть, чтобы хоть какое-либо крупное производство делать, и горнодобывающее, да, это в первую очередь туда подводят линию, да, и обеспечивают электроснабжением. Ну, элементарно, наверное, если так подумать, то крупная техника, да, в горной промышленности, экскаваторы те же, они же на электроприводе, да. То есть, есть экскаватор, конечно, двигатель внутреннего сгорания, но у нас в стране в основном используются экскаваторы с электроприводом. Крупные предприятия в нашей республике, да, Кахемский угольный разрез, они также от линии запитаны от подстанции Кызыльская, да, и Чаданский угольный разрез запитан от подстанции Чадана. То есть они непосредственно подключены к центральным электрическим сетям. Ну, компания Лунсин, у них своя генерация, но все равно у них есть генераторы, которые производят им электричество. Ну и если и дальше смотреть, то уже за счет электричества и происходит эта обработка добытой руды. Непосредственно моя работа, наверное, очень-очень интересна, такая многогранная. Это работа, наверное, для тех, кто не хочет сидеть на одном месте, да, монотонно чем-то заниматься, а тут приходится каждый день решать какие-то проблемы, технические задачи. В летний период у нас с ремонта начинается. Люди живут, да, вот спят дома, у них свет есть. А так, если подумать, вот, в большой энергетике в летний период ремонт происходит всегда. Вот весь летний период происходит ремонт по всей стране, что проходит плановый предупредительный ремонт, да, чтобы оборудование исправно работало. Почти каждая единица оборудования выводится и вводится в работу, чтобы зимой пройти, скажем так, ОЗП, осенне-зимний период. Особенность, наверное, нашей республики в этом заключается то, что у нас зимой получается большие нагрузки, да, в сетях. Зимой у нас большие нагрузки, летом нагрузки падают намного. И зимой у нас примерно с октября по апрель никакой плановый ремонт не происходит. Наши регионы обладают, наверное, такой особенностью, да, в сфере электроснабжения, то, что у нас слабая схема, да, электроснабжения. То есть это получается длинный транзит. Шушинская, Ергаки, Туран, Кызыл, Чадан, Акдаурак, Абаза, Аскиз. Больше 1000 километров. Да, и в этом, наверное, заключается особенность нашей республики. То есть при любом ремонте, то есть когда выводится линия на этом участке, да, схема значительно ослабляется, да. То есть, получается, транзит разомкнут, какое-то аварийное отключение, и, получается, отключается электричество у нас в республике. С этого и вытекает основная задача нашей республики, это, наверное, все-таки повысить энергобезопасность. Планируют же построить еще одну транзитную линию Сушинская опорная и до подстанции Кызыльская. Ну, это прям значительно повысит энергобезопасность нашей республики. В нашей республике нету генерации, да?
То есть своей генерации практически нет. Ну, есть ГЭС, но она ТЭЦ, Козыльская ТЭЦ, но она там минимальная. То есть генерация, это имею в виду крупные ТЭЦ, да, прям крупные ТЭЦ, либо крупные гидроэлектростанции, которые вырабатывают электроэнергию. У нас в Туве крупной генерации нету. Приходится поставлять электроэнергию в наш регион из других регионов. Километров 400, да, не 400, 300. Поэтому так получается, что вот эта длинная передача электроэнергии, потом у нас плюс в республике нагрузка маленькая, получается территория республики большая, длинные сети при маленькой нагрузке, ну, это как бы в совокупности дает определенную сложность. Это и повышенные потери. Вторая причина, наверное, это все-таки отсутствие крупных промышленных нагрузок в энергетике. В энергетике обычно же применяется так называемое перекрестное субсидирование, когда крупная промышленная компания платит за электроэнергию населению, да, часть платит. Ну, за Саянами, например, получается в Хакасии вроде там 90% это промышленная нагрузка, 10% населения, да, а у нас в республике там 50 на 50. Поэтому у нас нету крупных предприятий, которые бы обеспечивало бы, покрывало бы вот эту разницу. Поэтому для населения и для бизнеса у нас такой большой тариф. Ну и третья причина – это, наверное, все-таки потери электроэнергии в наших сетях. То есть под потерями поднимаются это технические потери и нетехнические потери – это воровство электроэнергии. Доля коммерческих потерь у нас в Туве составляет, я точных цифр сейчас называть не буду, потому что я их не знаю. Ну, сейчас около 30%, я думаю, примерно так. Ну, это очень-очень много. То есть для примера в соседних регионах, наверное, этот показатель составляет, наверное, меньше 10%. По моему мнению, в идеале, конечно, построить крупную ТЭЦ в городе Кызыл. Мы желаем нашим профессионалам еще больших достижений во благо Родины. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!